Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТВА-24. Мои коллеги и я, Азамат Ачу, расскажем вам о главном событии этого дня. И коротко о главном. В Туве зафиксирован первый случай укуса клеща. В республике известны имена «Мисс» и «Мистер Юнармия 2024». Родителям на заметку. С 1 апреля стартует запись в первый класс в школы. В Национальном театре прошел творческий вечер «Шончалай Чудуоржик». По традиции, в региональном правительстве каждый понедельник начинается с аппаратного совещания, на котором подводят итоги минувшей недели. В частности, обсуждает оперативная обстановка и эпидемиологическая ситуация в регионе. Как было озвучено на заседании, 28 марта зарегистрирован первый случай обращения по поводу присасывания клеща. Где и кому присосался кровососущий паразит, смотрите в сюжете далее. В Туве ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ спокойно отметили на аппаратном совещании. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение на 30%. Идет на спад и новая коронавирусная инфекция. За неделю заразились 4 человека. А вот случаев заболевания внебольничной пневмонии намного больше. В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост на 21%. За неделю зарегистрировано 29 случаев заболевания внебольничными пневмониями средней степени тяжести. Все заболевшие госпитализированы. В республике зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденного случая заболевания кори у неорганизованных детей. Второй заболевший ребенок из числа контактных первого заболевшего ребенка. Заболевшие дети не достигли прививочного возраста, возраст 9 месяцев. 28 марта зарегистрирован первый случай обращения к больнице по поводу присасывания клеща на территории Мюнгюн-Тайгинского района. Клещ присосался к второкласснику в школе. Ребенок против клещевого вирусного энцефалита привит. По вопросам профилактики клещевых инфекций, в том числе вирусного клещевого энцефалита, проведено заседание противоэпидемической комиссии пока только на 5 муниципальных образованиях в городе Кызыле, Тандынском, Тесхемском, Чахойском и Читухойском районах. На контроле остаются аварийно-восстановительные работы на Шаганарской ТЭЦ, сообщили на аппаратном совещании. За неделю в Туве произошло 7 пожаров, погибших нет. Основными причинами возникновения пожаров явились это нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования 4 случая, неосторожное обращение с огнем 2 случая, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств 1 случай и поджог 1 случай. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками Главного управления совместно с взаимодействующими субъектами профилактики проведено 110 рейдовых мероприятий в жилом секторе, охвачено свыше 500 жилых домов. Внезапно возникшая неприязнь при совместном распитии алкоголя стали причиной 5 тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, на прошлой неделе произошло 6 общественно опасных деяний, которые совершили подростки. Так, в Кызыле подростки 7 года и 9 года осуществляли рассылки сообщений об акте терроризма на территории города Кызыла. В Зунхемском районе малолетняя 14 года рождения и 15-го, это 5 класс. И 3 класс, средняя школа номер 3 города Чадана. Отправляли сообщения об акте терроризма. Дальше, Тоджинский район, несовершеннолетняя 10 года рождения, учащийся 8 класса средней школы села Тарахем. Предложила провести теракт в школе села Тарахем. По всем фактам проводится проверка, материалы готовятся по направлению в Следственный комитет. Конечно, перечеркнул свою всю жизнь, так как в базах они теперь будут всероссийских забиты. На дорогах Тувы произошло 7 автоаварий, 5 из них в Кызыле, а также в Лухемском и Тандинском районах. В последнем случае со смертельным исходом. Сегодня, 1 апреля, начинается прием заявок на получение грантов главы Тувы. В прошлом году лидерами стали 20 социально значимых идей. Среди них такие проекты, как создание документального фильма «Взглядов со стороны пациента о профилактике онкозаболеваний», по формированию Центра поддержки семей участников специальной военной операции «Ромашка» в Пихемском районе, популяризации книги и чтения «Читай ТВА» и другое. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 апреля текущего года в электронном виде на платформе tva.granty.rf. Это наша возможность поощрить и поддержать инициативы некоммерческих организаций и реализовать свои проекты и идеи, направленные на развитие гражданского общества, укрепление диалога между государством и обществом, а также улучшение качества жизни нашей республики. Общая сумма грантовой поддержки – 12 миллионов рублей. В столице Тувы состоялось очередное заседание Оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России».
26 марта был утвержден состав оргкомитета. Его полномочия входят в принятие основных и важных решений по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». На заседании обсуждались ключевые вопросы, связанные с подготовкой к предварительному голосованию. На повестке дня вопрос о допуске кандидатов, которые уже подали свои документы к участию в предварительном голосовании. Все члены оргкомитета единогласно поддержали данное решение. Документы подали 20 участников. Вкратце скажу, что все вот эти наши 20 кандидатов сдали те самые необходимые полный пакет документов, кроме справок об отсутствии судимости. Но по положению у нас это требуется где-то. Мы даем им время, срок, так скажем, 1,5 месяца. В принципе, у нас не срок уложится. В числе этих 20 кандидатов большинство общественников и членов партии. Прием документов продолжается. Желающим принять участие следует подойти по адресу Ленина, 32, в 109 кабинет. Очень отрадно видеть, в том числе в числе участников общественников, порядка 10 общественников подали документы, 2 действующих депутата, 3 участника САВО, допустим, муниципальные и государственные служащие, и те граждане, которые изъявили желание участвовать в нашем предварительном голосовании. Также у нас отмечу, что у нас всю подробную информацию можно увидеть на нашем сайте pg.ir.ru, в котором, естественно, будем выкладывать все те или иные нормативные акты, также всех участников нашего предварительного голосования. Один из участников – Людмила Смоловская, посвятившая не один год службе в органах прокуратуры Тувы. Сегодня она официально стала участником предварительного голосования «Единой России». Сегодня меня зарегистрировали в качестве участника предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия». Надеюсь, что мои знания и опыт в юридической сфере, накопленные за годы работы, в том числе в органах прокуратуры, позволят внести вклад в развитие республики и будут направлены на защиту прав граждан и повышение качества их жизни. Отметим, что кандидатами могут стать граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом, не имеющие судимости и не состоявшие в других партиях. Также кандидаты не должны иметь счетов в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов и прочих активов за границей. Инна Глоян, Ангер Кужугет, телеканал Тува-24. Сегодня в аграрном лицее-интернате, что находится в поселке Сухпак, состоялось торжественное открытие конкурса «Учитель года-2024». Среди педагогов республики, куда съехались более 200 лучших педагогов со всей Тувы. Каждому предстоит показать свое уникальное мастерство. Более подробно расскажет наш корреспондент. Конкурс профмастерства в России проводится ежегодно, вот уже в течение 34 лет. В этом году мы узнаем 12 имен педагогов, каждый из которых будет лучшим в своей номинации. Конкурсы проводят поэтапно. Первый из них на уровне образовательной организации, второй – муниципальный, а сегодня стартовал уже третий – региональный. В соревнованиях участвуют педагоги из 19 муниципальных образований. Ежегодно участники конкурса наглядно показывают новые возможности нашей безграничной педагогической профессии. Одни конкурсных испытаний становятся отправной точкой профессионального мастерства. В номинации «Молодой специалист» 12 конкурсантов из 20 – это участники регионального проекта «Я учитель». Это те педагоги, которые после студенческой скамьи сразу пришли работать в школу и по сей день успешно трудятся. Один из них, Байбиле Коржик, решил попробовать свои силы в данном конкурсе. Я преподаю историю и обществознание с 5 по 11 класс. Также у меня есть классное руководство, 5 класс. Открытый урок у меня будет проходить в этой школе на базе аграрного лицея у 9 А класса. Урок по обществознанию у 9 класса на тему административное право. Осветить региональный этап конкурса профессионального мастерства приехали и юные обозреватели школьного медицентра школы номер 2 ПГТК «Хем», чтобы поближе познакомиться со своей будущей профессией. В будущем я хочу стать педагогом, а именно учителем математики. Это желание у меня появилось с детства, с самого детства. Почему именно профессия учителя математики? Так это потому, что я очень люблю считать цифры. Мне очень нравится урок математики. С 10 класса я состою в медиа-центре нашей школы. Всего на участие в конкурсе было подано более 4000 заявок. Это примерно 40% от педагогического сообщества нашей республики. На региональный этап вышли 233 педагога. По итогам будут выбраны лучшие из лучших. Как отмечают организаторы, количество номинаций ежегодно расширяется. Это у нас конкурс «Учитель года России», «Воспитатель года России». В этих номинациях
номинациях также есть такие номинации, как педагогический дебют для воспитателей и для педагогов это молодой учитель. Конкурсы такие, как «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» – это конкурсы воспитательной направленности. Лучший руководитель образовательной организации. Проводится только в нашей республике. Это конкурс «Лучший учитель, педагог, мужчина». Победители регионального этапа будут удостоены почетного права представлять Туву на федеральном этапе. Призовой фонд конкурса «Учитель года» составляет 5 миллионов рублей, а главный приз – 1 миллион. Конкурсные испытания будут проходить на протяжении текущей недели, а закрытие республиканского этапа пройдет 6 апреля на базе новой столичной школы номер 19. Айсу Мангуш, Батырбазан, Ангар Кыжугет, телеканал ТУВА-24. В Национальном театре прошел первый республиканский конкурс «Мисс и мистер Юнармия-2024». Участники патриотического движения состязались в нескольких этапах. На празднике красоты и мужества побывала и наша съемочная группа. На конкурс «Мисс Юнармии» пришла я состязаться, ведь каждый знает, что Родина словно мама незаменима. А мы, дети-патриоты, мы будущее, мы сердце, мы голос, мы будущность страны. Конкурс красоты и мужества «Мисс и мистер Юнармия» стартовал с этапа «Визитная карточка». Каждая пара в течение 2 минут должна была рассказать о себе и своих достижениях. Здесь юнармейцы проявили свою фантазию и креатив. Все для того, чтобы удивить строгое, но справедливое жюри. Что значит быть юнармейцем? Историю помнить, память хранить, чтить подвиг нашего народа, погибших наших земляков. А что для тебя значит быть юнармейцем? Единой командой должен стать, волей к победе в учебе и спорте. Здесь воспитывается настоящий характер. Сегодня мы болеем за Василовскую Анжелику, Оржика сына, который представляет гимназию номер 5 города Кызыла. Мы болеем, потому что мы видели, как они готовились, мы знаем, какой у них характер, мы знаем то, что первое место 100% будет их. Я верю в то, что они смогут победить. Я видела, как они готовились на протяжении этой недели, их старания все, и я верю, что они все смогут. В конкурсе участвуют 19 пар, все они победители муниципального этапа. А это значит, что сегодня соревнуются лучшие из лучших. Конкурсанты под номером 6 Ачурек Сальчак и Айлана Кыжугет представляют Барнухемчикский район. В юноармейский отряд мы вступили с 5 класса. Решили, что будет круто, если мы вступим в это движение, потому что само по себе это движение очень интересное. Сюда проводятся очень интересные конкурсы и акции. К конкурсу мы готовились месяц. После того, как мы победили в кожаном этапе. На самом деле конкуренция была большая. И мы вообще не надеялись на первое место. Я не волнуюсь. Сегодня мы очень хочу победить, потому что мы долго репетировали. Республиканскую школу-интернат «Тувинский кадетский корпус» представляют Анетта Кулар и Чимис Карасал. Выступать перед публикой волнительно, но в себе мы уверены, делятся участники. Можно забыть некоторые слова про себя, про то, как стали юнармейцами и так далее. Для меня самым простым, можно сказать, показ национальной одежды, потому что, можно сказать, мы представляем свой родной край. Это для нас привычно. Быть юнармейцем лично для меня это значит быть патриотом. Человек любит и гордится своей родиной. Мы сегодня подготовили тувинские наряды, фигурный вальс. Это наш первый конкурс. Мы долго готовились к этому. Быть юнармейцем – это значит чтить и знать историю своей страны и малой родины. В следующем этапе пара соревнуется уже в интеллектуальном конкурсе. Каждому участнику раздают карточку, где всего 2 вопроса. На все про все 2 минуты. Руководитель регионального штаба Юнармии Айдын Шеведек проанонсировал, что в следующем году будут проведены конкурсы «Краса Юнармии» и «Юный защитник Отечества». Самое долгожданное событие для наших юнармейцев и нашего юнармейского братства. И в этом году мы проводим этот конкурс уже первый раз, получается. А мы в прошлом году провели «Мисс Юнармии», получается. А в этом году дети сами выбрали. И мы проводим уже «Мисс и мистер Юнармия 2024». И мы всегда стараемся равняться на лучших. И этот конкурс не предел. Очень отрадно, что мы собрали более
19 муниципалитетов на этом конкурсе. Мисс и мистер Юнармия – это символы силы, ума, доблести и настойчивости. Они вдохновляют сверстников и показывают, что молодежь может достичь многого, если верит в себя, работает упорно и стремится к высоким целям. Сдача нормативов физической подготовки и соревнования по неполной разборке сборки автомата стали одними из главных этапов конкурса. В Туве на сегодняшний день более 6500 юнармейцев. Ежегодно в ряды движения вступают свыше 500 ребят. Каждый из них живет по принципу мужества во всем и до конца, а также верность и преданность отчизне. В первом республиканском конкурсе красоты и мужества «Мисс и мистер Юнармия-2024» победу одержали юнармейцы из средней школы села Хуваксы Юнзак Дузураш и Шойдан Оюн. Сегодня 31-ю годовщину с момента основания отмечает Тувинский ОМОН, который носит название «Адык». По этому случаю в Кызыле состоялось торжественное построение. С теплыми словами, поздравлениями и благодарностями за службу к воинам обратился в Рио начальника управления Росгвардии по Республике Тыва Александр Новоселов. Он особо отметил ветеранов, которые в тяжелые дни для страны 90-е годы создали отряд, развили и открыли дорогу молодым. Спецподразделение ОМОН около 50 раз выезжало в командировки на Северный Кавказ, а в настоящее время выполняет задачи, поставленные президентом в рамках специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от нацистского режима. Собравшиеся сотрудники Тувинского ОМОН во главе с первым командиром, а также вдову погибших товарищей возложили цветы и гирлянды к памятнику, посвященному 9 бойцам, отдавшим жизнь за мир. Чувства такие переполняют, что отряд до сих пор существует, действует, воюет, поддерживает порядок республики. Поэтому мне отрадно то, что отряд здесь у нас в Туве до сих пор действует. Ну и, соответственно, конечно, воспоминания о тех годах, когда отряд становился, потом это дальнейшая деятельность отряда. Ну и наши сослуживцы, ребята, своих ребят я вспоминаю в этот день. Поэтому этот день для меня особенный. В школах Тувы с 1 апреля стартовал прием заявлений на запись детей в первый класс. Как сообщает Министерство образования Республики, первоклашками могут стать дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По информации регионального министерства образования, всего в Туве в новом учебном году планируется сформировать свыше 300 первых классов. За парты сядут около 7000 первоклашек. По городу Кызылу запланировано 94 первых класса, а это более 3000 детей. Для того, чтобы записаться в первый класс, нужно обратиться в школу по своему закрепленному микрорайону. Закрепленные микрорайоны, то есть это улицы нашего города, они размещены на сайтах школ. На сайте мэрии города Кызыла и на сайте департамента. Там любой родитель может посмотреть, к какой школе относится их дом. Для того, чтобы записаться, нужно взять с собой паспорт, свидетельство о рождении и справку о прописке. Записать ребенка в школу родители могут также через портал госуслуги в МФЦ, направить документы в образовательное учреждение с заказным письмом с уведомлением или лично. Также в этот период подают заявление те, кто имеет право на внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. Полный список обладателей льгот при зачислении указан в приказе Минпросвещения России и на официальном сайте Министерства образования Республики. У нас есть льготы при поступлении в первые классы. Это у нас внеочередники, это дети погибших и раненых, да, которые вот после СВО, это у нас мы, но только по микрорайону этой школы. В первую очередь, вне очереди будет записываться дети. Есть первоочередники, это полиция, значит, это у нас сотрудники УФСИН, значит, и военные. Далее идет у нас преимущественное право. Преимущественное право – это полнородные и неполнородные дети. То есть, если брат или сестра учатся в этой школе, значит, то преимущественным правом ребенок, первоклассник, обладает.
На первом этапе с 1 апреля до 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом по месту прописки ребенка. Второй этап начинается с 6 июля по 5 сентября. Родители могут выбрать любое другое образовательное учреждение. Ребенка зачислят, если там остались свободные места. Надо сказать, что открываются у нас школы. Открылись на Байхавской, школа новая, да, и на Вавилинском Затоне мы тоже ожидаем открытия новой школы. Запись в Вавилинскую школу на Вавилинском Затоне ведется в 8-й школе. Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале госуслуги, а также на указанный в заявлении о приеме на обучение в почтовый или электронный адрес. Инна Клоян, Буян Мангуш, Даржусат, телеканал ТУВА-24. 1 апреля – это день, когда весь мир погружается в атмосферу шуток и розыгрышей. Наша съемочная группа решила провести необычный эксперимент и выйти на улицы Кызыла, чтобы проверить смекалку и чувство юмора у жителей столицы. Ну, скажу здравствуйте, скажу, зеленый человечек. Всего хорошего вам скажу. Сфоткаю зеленого человечка. Не знаю, пройду мимо. С удивленным взглядом пройду. Это что такое, это зеленого человечка-то? Новая реклама ДНС или что? Ну, я поздороваюсь с ними, скажу, пожелаю удачи. Я подумаю, что он Шрек. Перейду пешеходный переход. Смотря где он будет. Если, допустим, на пешеходном переходе, то пойду, потому что, зеленый свет говорит, надо идти. А если в жизни, не знаю, пришельцы прилетели. Радостью. День и ночь на мягкий знак. Мягким знаком. Мягким знаком? Мягким знаком. Мягким знаком. Козу. Пингвин. Хз. Не знаю, нет, не знаю. Летает орел. 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 Ничего. Сворачивается. Блеснуть знаниями, проявить себя в спорте и слаженно работать в команде. В Красноярск съехались семьи из разных уголков Сибирского федерального округа, чтобы побороться за звание лучших в конкурсе. Это у нас семейные. Почти 200 команд покажут, на что они способны. Отметим, что 6 семей из Тувы в числе команд, которые решили побороться за главный приз. Подробности у нашего корреспондента. В объявленный в России 2024 год семьи с 29 по 31 марта в Красноярске проходит окружающий полуфинал конкурса «Это у нас семейная» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Полуфиналы проходят по всей стране. Красноярск принимает команды из Сибирского федерального округа. В полуфинале участвуют более 180 команд из разных регионов страны. Отличить их несложно. Каждая семья выбрала для себя собственный стиль. Одни пишут на футболках место, откуда приехали. Другие – девиз своей команды. Ну а некоторые подошли к выбору костюмов особенно креативно. Семейные команды приехали из разных городов, сел и деревень. Объединяют участников одно – главное в жизни – семья, в которой наследуются традиции и сохраняется связь поколений. Соревноваться за право выйти в финал будут команды из 10 регионов Сибирского федерального округа, в числе которых 6 команд из Тувы. Семья Дамдын состоит из 6 человек, делятся эмоциями и впечатлениями. У нас очень много планов, которые мы действительно строим с семьей. Планируем, фиксируем, советуемся. Но ближайшие планы мы выиграли семейное путешествие, когда было официальное открытие года семьи. Вот ждем сейчас путешествия, это самый ближайший план. Конечно, ждем новых впечатлений, новых знакомств, потому что такие мероприятия дают возможность познакомиться, обменяться опытом, узнать истории разных семей, узнать и расширить географию лично представителями семей. Естественно, у нас самые большие ожидания от этого мероприятия. Принимал участие, супруга тоже моя принимала участие в этом конкурсе. На самом деле для нас было очень интересно принимать лидеров России. Там очень задания такие прям для нас очень такие интересные были. Ценим прошлое, создавая будущее. Это у нас семейное. Всего в полуфинале принимают участие 978 человек. В составе семей – родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, дети, внуки и родственники. Самому юному участнику полуфинала 5 лет, а самому взрослому – 86.
очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие 3 поколения в количестве от 4 до 6 человек. Остальные представители семейных команд, которые поддерживают своих родственников дома. Еще одна команда, представляющая Туву, семья Оржак. Мы любим играть в шахматы. Все дети играют в шахматы. Вот наша семейная игра. И любим петь. Все дети все талантливые. Все умеем петь, любим петь, что танцевать. И любим путешествовать. Вот это наши национальные костюмы тувинские. Этот костюм шила моя мама, Оржак Азана Анатольевна. Это у нас семейное. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители объявят в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А еще 300 семей-финалистов конкурса отправятся в путешествие. Инна Клоян, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24. В Национальном театре состоялся творческий вечер народного хоймежи Тувы Шунчала Чудуоржик. Праздничный концерт посвятили Году семьи в России, а также 25-летию творческой деятельности исполнительницы. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Женское горловое пение – это уникальное, интересное и, несомненно, красивое явление. Женский хуэмей можно назвать более мягким и бархатистым по звучанию, но имеющим такую же огромную силу, которая воздействует на человеческие души. Шончала Чудуоржик – исполнительница колыбельных песен тувинцев. Праздничный концерт посвящен Году семьи в России. Необходимо отметить, что Шончала Ойноловна воспитывалась в многодетной семье, а сегодня и сама заботливая мама 5 детей. Участники творческого вечера рассказывают, что горловым пением артистка начала увлекаться еще в раннем возрасте. Уникальный человек, который с раннего детства, то есть с юношеских лет начал исполнять горловое пение. Также вот первый симпозиум, международный симпозиум, когда это было в 1992 году, с этого конкурса ее творчество как бы начала уже не только в республиканском, но и международном уровне развиваться. Ее родные братья, отец, вот родители даже вот радовались тому, что вот самая младшая сестра, то есть самая младшая дочь вот Оржака вот исполняет такое уникальное горловое пение. И вот она удивительный человек тем, что она искренне болеет за малую родину. У нее все благопожелания, то есть разновидности народного творчества. В свой творческий вечер народных хуэмежей Тувы выступила с коллегами по сцене и музыкальному творчеству. Тува-Казы – единственная фольклорная группа, представляющая редкое женское горловое пение, удивительное явление тувинского хуэмея. В своем творчестве ансамбль представляет гармоничное звучание народных песен и игры на традиционных тувинских инструментах. С ансамблем Тува-Казы мы очень много гастролировали. Можно сказать, что полмира. Это многие страны Европы и не только. Коллектив – носители исконно традиционной манеры исполнения народных песен и различных стилей тувинского горлового пения. Аккомпанирование на традиционных музыкальных инструментах заряжает особой энергетикой. Коллектив черпает вдохновение в тувинской народной музыке, тем самым являясь ее собирателем, хранителем и популяризатором. С Шончалой Ойноловной очень долго уже совместно работаем вместе, вот именно по творчеству ансамбля Тува-Казы. Она всегда поддерживает наш ансамбль. И, как вы уже, наверное, все знаете, она является членом первого состава Тува-Казы. Она очень такой интересный человек, который болеет за свой народ, за свою культуру, за сохранение языка и традиций. И она очень мудрая мама. От себя лично и от ансамбля Тува-Казы. Ей счастья, здоровья и воплощения всего задуманного.
Шонжилай Оюноловна – заслуженная артистка Тувы народных ОМЖ Республики, обладательница знака отличия регионального министерства культуры, государственной награды России, родительская слава и многих других званий и наград. В свой творческий вечер исполнительница стала и почетным жителем Барнухемчского района. Творческий вечер обладательницы неповторимого голоса – это отличный способ погрузиться в мир искусства, мастерства и таланта. Это были все новости данного часа. В студии был Азамат Ачур. До новых встреч!